Авиакомпания «Якутия» начала продавать субсидированные билеты в центральные города России. Пока по направлениям Якутск-Москва и Якутск-Санкт-Петербург. В какую сумму обойдется билет на самолет и планируют ли продолжать данную программу в следующем году? Подробности у Дмитрия Тымырова. В 11 часов 21 октября авиакомпания «Якутия» начала реализацию долгожданных субсидированных авиабилетов в Москву и Санкт-Петербург из Якутска и Нерюнгри. Тариф по маршрутам Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург одинаковый. Он составляет 9200 рублей без агентских сборов. Согласно правил, данными субсидий могут воспользоваться люди, которые имеют прописку. Поэтому приобретение билетов производится во всех агентствах населенных пунктов, городах, поселках, селах. В принципе, агентская сеть в республике представлена обширно, поэтому с данным вопросом проблем не предвидится. Постановление о субсидировании дальневосточных полетов было подписано 7 октября председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. И вот благодаря упорной работе региональных властей с федеральным центром Якутия попала в эту программу. Что касается авиакомпании «Аэрофлот», почему наш регион не попала в сетку субсидированных полетов компании, в региональном министерстве транспорта прокомментировали следующим образом. Компания «Аэрофлот» прерывала свое авиасообщение в аэропорт Якутска в связи с его реконструкцией. С 2019 года они не летали. Одним из условий и требований правил предоставления субсидий является, соответственно, соответствующий объем перевозок пассажиров из определенного аэропорта. И «Аэрофлот» не подавал заявку на аэропорт Якутска, а подал заявку там, где он традиционно в последнее время летал. Это Хабаровск, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск. И, возможно, они подадутся в последующие периоды. Цена на субсидированные авиабилеты с учетом агентских сборов будет разной, исходя откуда вы его будете приобретать. Например, в кассах авиакомпании «Якутия» билет с учетом агентских сборов будет стоить 9900 рублей. Реализация таких билетов не осуществляется через интернет. Чтобы приобрести их, нужно обязательно посетить авиакассу, так как проверяется наличие дальневосточной прописки. Обязательно паспорт российский с пропиской. Если это загранпаспорт, то обязательно справка форма номер 8 из паспортного стола. Если свидетельство о рождении на ребенка, то тоже справка номер 8 из паспортного стола должна быть. И в итоге билет через агентство сколько стоит субсидированный? На сегодняшний день Якутск и Питер по 10 200 рублей в одну сторону. По приобретенным билетам можно совершать полеты только с 21 октября до 30 ноября этого года. Это связано с реализацией программы субсидирования, так как авиаперевозчики в декабре уже должны отчитаться по итогам реализации программы. Между тем, жители и гости столицы хотят, чтобы данную программу распространили и на другие периоды года. Хотелось бы, чтобы были еще побольше субсидий, побольше скидок, чтобы субсидированные билеты продавались именно летом, чтобы именно отпускное время, это самый разгар лета, можно было ехать куда-нибудь. Чтобы она открыта была постоянно, и чтобы у людей была возможность летать в любое время, в то время, которое они хотят. Что касается продления данной программы, то она будет продолжена и в следующем году. По словам министра транспорта Якутии Владимира Сивцева, федеральные власти на это уже предусмотрели финансирование. На следующий год данные средства уже в размере более 5 миллиардов рублей на субсидирование магистральных маршрутов для всех категорий дальневосточников предусмотрены уже в плановом порядке за счет ассигнований государственной программы Минтранса России. Соответственно, период продаж и перелетов субсидированных маршрутов он будет действовать на весь период январь-декабрь. Что касается этого периода, то авиакомпания «Якутия» планирует реализовать 7000 билетов. Так что, если у вас есть желание в ближайшее время посетить столицу страны или культурный Санкт-Петербург, то самое время приобрести субсидированные авиабилеты. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Джулстан Иннокентьев, Якут.